Это вы имеете в виду бульвар Толстого, там где лежали полицейские, там будут полицейские восстановлены. А во дворе можно его сделать? Потому что у нас двор это тоже гонка. 60 километров это нормальная скорость для водителя. Я не считаю, что дворовая территория, где должно быть 20. Ну, я в вашем дворе ездил много раз, но чтобы 60 там разогнаться на расстоянии 100 метров, по-моему, давайте таким образом. Подождите, давайте таким образом. Что касается вот этих полицейских, в принципе, работа с этой дорогой, она не завершена. Там надо время, чтобы асфальт вылежался, дальше будет там полицейский, дальше, по-моему, там еще, наверное, надо щебенкой дорабатывать, да, Александр Николаевич, вы строишь? Какая там технология вообще? В рамках проекта выполнено все, кроме разметки. А полицейские заказывали? Полицейские по содержанию, по линии содержания. Вы поставим эти полицейские, это не вопрос. И во дворе, значит, Петрович, разберитесь, я не знаю, выйдете той комиссии по безопасности вместе с... Если там надо это ставить, я не знаю, я говорю, честно, просто его до конца не владею и не готов по этих самых. Поэтому... К сожалению, есть вопросы это наше воспитание. А простите, автомобилисты вашего двора носятся или приезжают со стороны? Да, Виктор Ильич, дело не в этом. Какая разница, какие автомобилисты? Давайте таким образом, значит, готовить, помечай адрес, выезжай. Если нам можно там или нужно во дворе, что тут проблема-то и полицейские положить. Это не о том речь. Положим, если там надо, вот это, и будут на Толстого. Там, где были, там сделайте полицейские, сам поставьте. Еще мы услышали, я думаю, что тут я не вижу проблем с этим вопросом по правилам. Ну, мы сказали, есть, в который входят в том числе и работники ГАИ, комиссии по безопасности, и зам по ЖКХ, и там ряд других лиц выедут и, значит, разберутся с этой проблемой. Это не проблема. Олег Павлович, представляюсь, Браташевич Андрей Викентьевич, проживаю, улица Октябрьская, 42-23, депутат Великого совета депутатов по 15-му Чирковскому избирательному участку. Я прошу вас вернуться к обсуждению темы платного въезда на кладбище. Я не собирался выступать сегодня, но вы мне нанесли публичное оскорбление тем, что я лоббирую интересы свояка. Мой свояк живет на моем избирательном участке. Я могу и должен защищать его интересы. Но я этого не делал, потому что он меня не просил. Он работает в основном молодечно. Я просто юрист, 23 года стажа. У меня, наверное, профессиональная деформация. Мне хочется, чтобы все было справедливо. Решение, принятое исполкомом, несправедливо. Когда оказывают платную услугу, это понятно. Я заплачу, но мне должны что-то сделать услугу. А когда просто стали брать деньги ни за что, это несправедливо. И я в основном защищаю именно свои личные интересы и моих избирателей, вот этого сбор с гражданина, эти 2 рубля. Потому что я не понимаю, какую услугу мне оказал господин Павловский. Вы тоже мне нанесли оскорбление, я не господин. Приношу вам свои извинения, буду вас называть Я также вам гражданином. приношу, если я вас что-то оскорбил, я не хотел. Поверьте мне, я приношу тоже свои извинения. Ваши извинения принимаются. Но я прошу вас учесть именно моральный аспект этого решения. 2 рубля с физического лица на самом деле проблему не решают, но все люди чувствуют, что это несправедливо, поскольку мы все платим налоги, и из этих налогов всегда финансировались ЖКХ. Ничего не изменилось, налоги меньше не стали, за что мы должны платить больше. Спасибо. Пожалуйста. Здесь начальник РОВД есть. Целый начальник РОВД. Ему подчиняется в том числе и ГАИ.
наводили порядок. Теперь вот на Ванном озере сделали там, ну я уж не называю каким словом, и я одна веду борьбу. Но спасибо, я многое сделала. Спасибо людям, которые мне помогли, с министерства, знаки поставили, все. Но я сейчас о том хочу сказать, что вот был разговор, задали вопрос о пешеходных этих переходах. Вот пешеходный переход около Еврокопта. Там же никто не останавливается, правильно молодой человек сказал. Ехали они со скоростью 100, и несмотря на то, что черта города, вот и были случаи, что там сбивали людей, и женщина чуть выкарабкалась с того света. Понимаете, что их там пешеходы наделали, городок маленький, везде переходы. Так прежде чем идут на переход, надо посмотреть, с какой скоростью на тебя катит эта машина. Абсолютно верно. Вы сказали, что прежде чем выходить на пешеходный переход, надо посмотреть. Да? Многие об этом забывают. Случаи происходят везде. Что касается реагирования, то не сторонники административной практики, но на сегодняшний день ГАИ составлено 6 тысяч протоколов за нарушение правил дорожного движения. Наверное, все-таки надо посмотреть в культуре нас самих и вернуться к самим себе, повернуться. А то, что по мере возможности, к сожалению, штат госавтоинспекции не позволяет сотрудникам поставить возле каждого пешеходного перехода, но по мере выявления фактов нарушений, и сегодня каждый гражданин может обратиться в РОВД и сказать, что вот этот автомобиль, явился свидетелем, что этот автомобиль, номер такой-то, мы установим владельца, виновника, будем доказывать его вину и привлечем к ответственности. Но еще раз говорю, что давайте посмотрим к тому, что надо начать с себя. И перейти пешеходный переход правильно, находиться в трезвом виде, и скоростной режим выбрать правильно. Но спасибо вам за то, что вы обратили внимание на эту проблему, мы более пристально посмотрим. Я вижу решение данного вопроса, мы уже вот разговаривали как-то с Александром Николаевичем, мы к этому вернемся, конечно, все как-то сразу не получается, мне хоть надо все-таки нам на основные улицы, мы в любом случае придем к этому вешать видеокамеры, которые уже в Минске стоят и так далее, в других крупных городах, закупить, наверное, десяток, один год, наверное, штук, там 4, 5, 6, второй год с бюджета выделить, перекрыть основные улицы. Во-первых, это все-таки будет контролировать все преступления не только по линии ГАИ, но и все остальные. Это гораздо легче вам службу и по другим направлениям в том числе. По воровству, по кражам и так далее, по разбоям. Поэтому я думаю, что мы к этому все равно вернемся, к этой теме. То, что тут я вам скажу так, что как-то не очень людей, к сожалению, уважают пешеходов. К сожалению, не очень. Есть вопросы? Будем заниматься, я услышал ваш вопрос. Михаил, если позволите, чтобы скоро свое мнение по кладбищам хотел бы высказать, я хотел сказать, что задавал вопрос относительно услуги Барташевича. Безопасность это тоже услуга. Порядок это тоже услуга. И когда мы зачастую сталкиваемся с фактами вандализма на кладбище, нарушения общественного порядка, те же предприниматели там, зарабатывая деньги, на нас с вами творят беспредел, это тоже неправильно. Порядок нужно наводить. И, конечно, это услуга, которая стоит денег. Я сам житель города Велики, мои родственники тоже похоронены на кладбище города Велики. И на сегодняшний день я готов платить за то, что там был человек, который посмотрит за порядком и обеспечит, что никто не написал, не разбил там надгробие какое-то и так далее. Это моя позиция, чтобы вы это знали. Вы поверьте, вот это даже решение, мы возвращаемся, мне не хочется к нему возвращаться, что оно с третьего раза давалось. И каждый, вы даже господин Барташевич, свидетель, Иосиф Иосифович свидетель, то, что я ушел, я даже не давил на депутата. Какое обращение приняла сессия? Я сказал, по-моему, дословно могу повторить, и вы свидетели, что я тут не лгу. Какое решение примут депутаты, такое решение, примет, так скажем, я не могу против депутатов. Я даже ушел и не давил, и не пытался на кого-то давить, и не прорабатывал с кем это вопрос. Более того, наверное, где-то он даже хотел, чтобы отменили, чтобы это для нас
Ну так так, устраивая бардак, ну так что, пускай бардак. Поверьте мне, это нелегко давалось и не просто решение. Пожалуйста, то вы уже несколько раз пытаетесь, и вам все не дают. Велике дякую. Матвій Владимир Данилович, инвалид другой группы, житель Великий 68-го года. Вы знаете, что я хочу подяковать вам, что вы начали народной матчной мове выступ, а продолжили на русской. Ну, вы так к слову. А питание мне такое. Я веду переписку, вот письма, и не все, я там на ходу подхватил с райисполкомом. Это письма на мой адрес. Хотя были и на других. Житель переулка Берегова. А проблема в том, что собаки дикие, некоторые жили у одной женщины, она померла, и собака, а там было мо 15, мо 20, кто знает. Никто не знает, сколько собак было. И когда открыли двери, ну, все утекли, и на переулке у нас участок, где кусты, трава высокая, и там мы в сарае разложили. И мы поселились уже 4 года, не дают ни спать, ни пройти, и огороды, гусей, курей. Ну, в общем, страх, понимаете, наш бытовой вопрос. Вот ваша подпись здесь есть. И других, Виктор Иосифович подписывал, ну так на месте и стоит. А я это не сплю по ночам. Да и не один якобы, я один уже какие-то наушники придумал. Я вот Виктор Иосифович, что скажете, когда наведем парад? Ну не Виктор Иосифович, я предлагаю, питание просто решается. Есть человек на переулке, который не надо стрелять, не надо ловить, травить. И он приманит собаку на ошейничек наденем, мы позвоним, приехали, забрали. Все. Не вопрос. Вот, так, ну для этого человеку надо какую-то под дров баню провести. На черта мы это. Давайте таким вот чином, Виктор Васильевич, значит, возьмите по договору на перелогичных собак, оцените, сколько стоит, и заплатите эти гроши. По договору подряда. Олег Павлович, для всех хочу внести ясность. Когда 2 дня назад, на прошлой неделе в четверг, мы пригласили бригаду фауна город Киев. Значит, что-то, информация просочилась в социальные сети. Юлейка детка там на своем сайте пояснила. Значит, Юлейке будет облава собак, ховайте псов. Поверьте, эта бригада приехала в холостую, поймала по всей Юлейке одну собаку. Я сам объезжал город в течение недели. Вы же сами собаки дали, да? Не видел ни одной собаки. На второй день собаки появились. Поэтому я вашу просьбу учтем. К вам подъедет. Дякую. Посмотрим. Есть человек на переулке, который я продазим. Давайте таким вот чином поступим. Значит, Виктор Васильевич, вы это питание вырежете и доложите. Тут уже справа принцип. Договорились с вами? По крайней мере, по этому переулку, чтобы... Олег Павлович, и другое питание, если позволите.